ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 25 октября, к нам обратились несколько человек с сообщением, что некие люди во второй городской поликлинике предлагают услуги негосударственного пенсионного фонда. Его название, если верить лицензии, АО «Негосударственный фонд Газфонд Пенсионные накопления». При этом написавшие нам мужчины отмечают, что предложение происходит достаточно агрессивно и просят у подошедших СНИЛС что-то проверить. Они прямо при тебе что-то там на своем телефоне смотрят по твоему страховому и сообщают, что если не заполнить их документы, то вся твоя пенсия пропадет. И при этом сильно возмущаются, когда просят сфотографировать их удостоверение и лицензию. У сотрудников некоего Газфонда действительно есть удостоверение. Обратите внимание на название компании влево сверху ООО «Госфонд». Лицензия выдана АО «Газфонд». Вполне вероятно, это ничего не значащая деталь. Может быть и так. Одного из обратившихся к нам мужчин смутил сам подход предлагающих услуги НПФ. Цитата из беседы во ВКонтакте. Эти ребята вводят в заблуждение, представляясь сотрудниками ПФР, и говорят, что накопительная часть пенсии сгорит в случае, если не заключить договор здесь, сейчас у них. Они пробивают по своим базам данных и говорят, что мой договор с НПФ, который был заключен ранее, недействителен. Съемочная группа ГСП побывала во второй поликлинике 25 октября. Действительно, в фойе стояли несколько столиков с двумя женщинами за ними. На подходе и правда предлагают что-то проверить. Впрочем, от интервью на камеру отказались и вообще заметили, что не хотят, чтобы их снимали. На вопрос, почему они спрашивают и как-то используют персональные данные людей, СНИЛС, также четкого ответа не последовало. Что это за истории? Мы попросили прокомментировать сотрудника Пенсионного фонда России. В СНИЛСе содержится личная информация гражданина, ФИО и дата рождения. Поэтому, предоставляя ее агентам НПФ, гражданин должен подумать и решение принять осознанно. Управление своим пенсионным капиталом граждане могут доверить управляющей компании, Пенсионному фонду России и любому негосударственному пенсионному фонду. Поэтому фразу агентов НПФ, что заявление необходимо написать сейчас, либо средства все сгорят, нельзя воспринимать всерьез. Но в случае, если после подписания договора гражданин решил не направлять свои средства пенсионных накоплений в данный НПФ, то до конца года ему необходимо обратиться либо в территориальный орган ПФР, либо в многофункциональный центр для подачи заявления о замене страховщика. Резюмируем. 31 декабря 2017 года завершается прием заявлений в Пенсионный фонд РФ о выборе страховщика для управления пенсионным капиталом в 2018 году. То есть можно все переиграть обратно, если вы передумали отдать управление частникам или оставить это решение в силе. Но самое важное – делайте свой выбор осознанно, разумно и не спешите с решением, поддаваясь на уверение в необходимости сделать все прямо здесь и сейчас.